И всегда отрадно видеть, когда встречаешься с предпринимателем через год и слышишь, что увеличился оборот, выручка компании, создались новые рабочие места, может быть, кто-то начал экспорт, кто-то получил финансирование, и такие результаты, они очень вдохновляют, мотивируют. Это, оказывается, такой удобный, эффективный инструмент для любого бизнесмена, начиная с топ-менеджера, кончая до самозанятого. То есть там прописываются все действия подробно, и по ним просто ты идешь. И в конце ты смотришь там, где несоответствие, исправляешь и заново запускаешь этот круг. Это такая машина, которая сама себя улучшает с каждым разом. И сейчас все как часы и без вас. И вы спокойно оставляете компанию, едете, отдыхаете. Мне неудобно говорить перед такими прекрасными людьми, но я по утрам просыпаюсь тогда, когда высыпаюсь. Бизнес-среда. Добрый день, меня зовут Зибота Джибаева, и это второй цикл подкаста «Бизнес-среда», который мы пишем совместно с программой консультаций для малого бизнеса от Европейского банка реконструкции и развития. Наши гости – это предприниматели, которые готовы делиться своим опытом. Сегодня у нас в гостях Ситора Бабаджанова, глава программы консультации для малого бизнеса от Европейского банка реконструкции и развития и учредитель охранного агентства Redline Шараф Хабибов. Здравствуйте. Он был одним из первых участников программы. Как раз Шараф потом нам расскажет, как получилось, что он услышал об этой программе, как он туда попал и каких результатов добился. Но этот выпуск мы посвятим 15-летию программы консультации для малого бизнеса, которая уже 15 лет, в принципе, это такой значительный срок. Ситора, сколько компаний обратились к вам? Какие результаты вы получили за 15 лет? Спасибо, Зибо. Я хочу прежде всего отметить, что Европейский банк реконструкции и развития в Таджикистане работает уже 30 лет, и это такой уникальный международный финансовый институт, который работает в различных сферах экономики Таджикистана через реализацию проектов. То есть Европейский банк реконструкции и развития работает и с государственными органами, с отраслевыми министерствами для того, чтобы реализовать инфраструктурные большие проекты. Он также работает с финансовым сектором, с местными банками для того, чтобы усилить потенциал финансового сектора в Таджикистане, и непосредственно работает с малым и средним бизнесом для того, чтобы усилить потенциал наших предпринимателей. Таким образом вносит вклад в развитие экономики страны. И вот программа консультаций для малого бизнеса, о которой вы сейчас сказали, на самом деле она начала свою работу ровно 15 лет назад. Вот буквально в апреле как раз-таки это ровно 15 лет. И за время этой деятельности мы очень горды тем, что мы поддержали уже более 1000 предпринимателей, которые обратились к нам с вопросами, с задачами, чтобы решить свои бизнес-задачи и достичь новых высот, достичь успехов в своей деятельности и увеличить свою клиентскую базу. И за эти 15 лет, помимо того, что мы поддержали непосредственно проекты для предпринимателей, мы также провели более 150 различных тренингов для и предпринимателей, и консультационных компаний по развитию бизнеса, для того, чтобы передать им новые знания, новые инструменты, как вести бизнес, как идти в ногу с современными тенденциями развития бизнеса, какие-то новые инструменты внедрять. И мы провели очень много таких тренингов, и уникальность программы в том, что она работает как на стороне спроса, так и на стороне предложения. То есть у предпринимателей есть своя потребность для развития, и мы проводим проекты и тренинги, но также и у консультантов есть свои потребности в развитии, потому что рынок очень молодой. И вот, к примеру, могу сказать, что когда мы начали в 2007 году нашу деятельность, мы знали 3-4 компании консультационные, которые работали в сфере бизнес-планирования или маркетинга. А на сегодняшний день мы уже знаем десятки таких компаний, которые предоставляют различный спектр своих услуг, и мы надеемся, что это число будет расти не только количественно, но и качественно. Что примечательно, что в рамках нашей программы мы делаем большой охват по всей стране по мере опять-таки спроса от потребителей, по мере наличия наших ресурсов. И если вот взять всю 15-летнюю деятельность, весь наш портфель, очень примечательно отметить, что 70 и более процентов нашего портфеля – это проекты вне Душанбе.
То есть мы делаем большой охват на регионы, в дальне расположенные регионы, и мы надеемся увеличивать этот охват для того, чтобы быть предпринимателям более полезными и чтобы у предпринимателей больше было доступа к тем продуктам, которые Европейский банк предлагает для них. Конечно же, чтобы реализовывать такой масштаб проектов, нужны средства, и я хочу отметить, что в данную программу как и сам Европейский банк вкладывает свои фонды, так мы и активно сотрудничаем также с многочисленными донорами. И в Таджикистане за весь этот период многолетний нашими донорами ключевыми являются правительства Швейцарии, Японии, США и Европейский Союз, и также фонд предпринимателей, женского предпринимательства. И что интересно также в программе, что мы не оставляем клиентскую кампанию только на уровне завершения проекта. Мы через год связываемся вновь, узнаем, какие были достигнуты результаты, какие успехи деятельности. И всегда отрадно видеть, когда встречаешься с предпринимателем через год и слышишь, что увеличился оборот, выручка компании, создались новые рабочие места, может быть, кто-то начал экспорт, кто-то получил финансирование. И такие результаты, они очень вдохновляют, мотивируют на то, что программа действительно уникальна, она востребована, она полезна, и мы очень рады оставаться полезными нашему предпринимателю и далее. А у нас есть, кстати, разговор с Ситорой о том, как стать участником этой программы, и ссылка будет в описании к данному подкасту, где вы можете узнать, как обратиться, что нужно будет сделать, кто может поучаствовать в этой программе. Забегая вперед, вы так много сказали про консультантов местных, выращенных. Этот вопрос был в конце, но я вот сейчас хотела бы, и Ситору и Шарафа спросить, где золотая середина? Потому что местных консультантов не всегда доверяют, говорят, что, возможно, они слабоваты в сравнении с зарубежными, но зарубежные очень мало знают рынок сам, особенности, менталитет и так далее. Как определиться вот с этой золотой серединой, Шараф? Я поддерживаю местного производителя, отечественного, но тем не менее я ничего против не имею импортных. Почему? Потому что, например, производство стаканов лучше развито, например, в Казахстане. Если консультант приедет из Казахстана, очень много секретов раскроет, это, конечно, большой прорыв будет для наших предпринимателей. И вместе с этим, даже если речь идет не о стаканах, так как стакан перед нами, поэтому и о нем, даже если речь идет о какой-то другой услуге или товаре, несмотря на то, что у нас другой рынок, другой менталитет, ведь это не важно, важно другое, что вот мы говорим проблему, консультант нам предлагает несколько решений, а мы сами выбираем тот, который соответствует именно вот этой ситуации или нашей компании, или нашему менталитету. Консультант в основном так работает. То есть откуда бы он ни был, я не думаю, что где-то минус будет, где-то плюс. Да, я хочу добавить, Шараф очень интересную мысль сказал по поводу производства стаканов, и выбирать местного консультанта или международного консультанта, это во многом зависит от потребности. То есть, когда, например, мы говорим о разработке бизнес-плана для развития компании, то, возможно, на нашем рынке есть уже несколько таких экспертов, которые имеют большой опыт и могут разработать бизнес-план, провести небольшие исследования, собрать информацию и выдать продукт. И тогда, конечно, нет необходимости, возможно, и привлекать международных специалистов. Но если вернуться к производству стаканов, как раз-таки в производстве есть очень много специфических нюансов. Это может быть технология, это может быть стратегическое развитие и сбыт, или маркетинг, или на уровне не просто проведения одного исследования, а на уровне выстраивания стратегии. И кто, как никто, может оказаться полезным в данной ситуации, если не человек, который владеет и руководит компанией, фабрикой по производству стеклянной посуды. Это человек, который знает бизнес изнутри, он в нем вырос, он добился высот и может передать этот опыт. Это точно так же, как, например, Шараф очень хорошо знает свой бизнес и специфику предоставления охранных услуг. И если компания, с другой стороны, будет нуждаться в экспертизе такого человека, почему нет, он может стать абсолютно профессиональным экспертом и уже рассказать, как выстраивать этот бизнес, потому что он сам его выстроил, Согласен. Он находится внутри. Все зависит от вида услуг, вида задач, которые нужно решить.
Вот. Если есть что-то специфически отраслевое, где нужны знания сектора, конечно, привлекается международный эксперт, может быть, это из другой страны человек с большим опытом. Если задачи более технически узкоспециализированные, то это, возможно, и местные эксперты. Я хочу вернуться к вам и в начало вашего пути. Redline, как охранное агентство, было создано 9 сентября 2006 года. Откуда идея и сколько вас тогда вообще было? Это был такой момент для меня, когда я был как бы безработный и искал, чем бы мне заняться. Я сидел в разных кругах, очень много у меня друзей, и слушал, к этому времени я был очень много начитан, всякой литературы про бизнес и так далее и тому подобное. Я думал, самый умный, но ничего не получается, это плохо. Поэтому начал, спустился с небес на землю к людям и слушал, какие проблемы. И, то есть, очень много, это продолжалось несколько месяцев, и на одном из мероприятий среди моих друзей один из них сказал, что вот мы строим гостиницу, скоро мне понадобится охранники штук 30 или 40 штук, да? Людей 30 или 40. Вот давайте, ребята, придумайте что-нибудь, там в Москве есть частное охранное агентство, а здесь у нас нет что-нибудь, там подскажите мне, там в основном люди сидели из МВД, они сказали, у нас нет времени, в общем, все заняты своими делами. А я вот это записал, я говорю, значит, есть спрос. Пошел домой, был компьютер, интернет, но я в то время даже не мог пользоваться компьютером, мне очень стыдно интернетом, тем более. Мой брат, Давлат, я говорю, давай садись, ищи, что, как. Вот именно всю информацию про частную охранную деятельность. Он набрал очень много материала, все это распечатали, начал читать, изучать. Благодаря этому, кстати, я приблизился к компьютеру и очень хорошо его изучил. Ну и вот, по жанру классики я везде начал говорить, что вот у меня есть охранное агентство, я могу вот такие услуги оказывать. И вдруг мне звонит, говорит, вы же охранное агентство? Я говорю, да. И говорит, скоро приезжает вот такая-то звезда, Араш. Вы можете организовать охрану? Я говорю, конечно могу. В это время я думал, как же мне это сделать? То есть опыта пока нет. Есть опыт в госорганах, а как частная охрана у меня не было опыта. В общем, они мне объяснили, что да как. Я приехал к ним, расписал, что они хотят. И собрал людей, взяли, организовали, обучил их, естественно. Тогда все было на нуле, и финансовая сторона в том числе. Я им сказал, ребята, давайте каждый купите себе по серой рубашке, по черному галстуку. А деньги будут, я вам потом дам за это все. Они говорят, все, набрал где-то 7-8 человек, своих друзей, сослуживцев. Потренировались несколько дней, как сопровождать, как закрывать, там, как перекрывать. И провели очень хорошо все мероприятия в Душанбе, в Кулябе, по городу разъезды, всякие встречи. После этого я понял, что, оказывается, можно и частным охранным бизнесом заниматься. Тогда, насколько я помню, это был бесплатный концерт, который закончился не очень хорошо. Очень интересно закончился. Да, очень интересно закончился. Да, это было в истории Араша. Кстати, он на своем сайте это потом написал, тогда в сайтах это все писалось, что это был исторический концерт для меня и для Таджикистана. Можно не понимать, что там все так... Не из-за того, что все его так любят, его любят, но было из-за того, что это все было бесплатно. Наша задача была охранять его самого, сопровождать его с гостиницы. Не концерт. Нет. Угу. С гостиницы на концерт, с концерта в гостиницу. То есть кольцо именно конкретно звезды. Ваша звезда не пострадала? Нет, наша звезда не пострадала. Угу. В целости и сохранности. Да, он был очень доволен, он подружился с нами, он потом после этого несколько лет переписывался, фотографии пересылал, то есть мы очень хорошо с ним подружились, и говорил он язык-то наш, на фарси же он разговаривает. То есть подружились, вот такой парень классный. И сколько сейчас у вас человек? Сейчас уже в районе 500 человек. Это все штатные? Да. Каждый из них получает зарплату стабильно, каждый месяц, за каждого платится налог. И так далее. Смотрите, какой примечательный момент, да, Шараф отметил, что когда он начал работать первый раз, и было 7-8 человек, это были друзья, сослуживцы, а сегодня 500 человек, да, это такая динамика вообще в развитии бизнеса за это 16 лет времени, это... да, Redline становится таким хорошим работодателем на рынке. Да, вот как раз благодаря консультантам при помощи программы БАС мы начали расти очень большими шагами. И как вы узнали вообще о программе? Там была такая история. В 2010 году спрос надо было
как бы спроса не было на частную охрану. Единственное, сильный спрос был на концерты, большие концерты. Очень много, в те годы много концертов почему-то проходило, сейчас их нет, кстати. И вот наша задача была организовать билетный проход на всех крупных концертах. Но это, так как временная работа, это нас не устраивало и не удовлетворяло. Нам нужны были постоянные объекты, где стоит наш охранник 24 часа. То есть стабильная работа. И мы стучались во все двери, мы использовали любую возможность. Мы искали во всех газетах разные объявления, тендеры. В то время это больше всего печаталось в Азии Плюс. И мы в Азии Плюс прочитали, что Европейская комиссия, посольство Европейского Союза, объявляет тендер на охрану своего посольства. Мы обрадовались, начали изучать, готовить документы, и когда дошли до условий, одно из условий было, должен быть сертификат ISO 9001. Что же это такое? Что за аббревиатура? Какие-то цифры непонятные. Опять интернет. Начали изучать, но очень сложно было, конечно, это понять. Ну, буквально через то ли неделю, то ли 2 недели в той же газете «Азия Плюс» мы смотрим, в ожидании наткнуться на очередной какой-нибудь тендер интересный, и смотрим, там Европейский банк реконструкции и развития, программа БАС проводит бесплатный тренинг по внедрению ISO 9001, или что-то такое было. Им говорим, ISO 9001, вот смотри, то, что мы столько уже дней ищем, не можем понять, что это такое, и нате это все открылось, так обрадовались. Начали звонить по заданным номерам и говорить, мы хотим узнать побольше, что это такое. Они говорят, приходите на тренинг, узнаете. И сколько уже мы готовы были на все, а сколько это стоит, сколько людей. Это бесплатно, это просто тренинг, мы объясняем, как с нами работать. Вот мы все побежали туда. А мы как раз в начале нашей деятельности очень часто давали объявления, потому что тогда нас мало кто знал, и мы пытались за себе заявить и через средства массовой информации, и через свои контакты. Мы посещали людей, объясняли, говорили. И тема вот это внедрения вообще системы менеджмента качества, стандартов на основе ISO, она была очень новой. Она вообще тогда, вот как Шараф правильно говорит, сам столкнулся с тем, что вообще непонятно было предпринимателям, что это такое, что за стандарт, что за буквы, цифры на самом деле. И вот мы тогда решили провести этот тренинг, потому что понимали, что компаниям, которые экспортируют, которые выстраивают свой бизнес как вот именно полноценный бизнес-механизм, им нужно будет внедрять этот стандарт, и мы хотели дать информацию прежде всего, чтобы потом посмотреть, есть ли спрос вообще на такое. И вот так вот интересно получилось, что мы давали регулярно объявления, и вот оно, оказывается, хорошо работало. После того, как мы поучаствовали на их тренинге, мы поняли, что это такое. Это, оказывается, такой удобный, эффективный инструмент для любого бизнесмена, начиная с топ-менеджера, кончая до самозанятого. То есть там прописываются все действия подробно, и по ним просто ты идешь. И в конце ты смотришь там, где несоответствие, исправляешь и заново запускаешь этот круг. Это такая машина, которая сама себя улучшает с каждым разом. Удивительная вещь. Когда познакомились с Иторой, она нам рассказала, что можно, вот так мы поддержим. Даже финансовая поддержка, часть там, по-моему, тогда 60 или 70%? 75%, 75%. Да, это же, я еще помню, я просил, это же лафа, надо использовать, такая возможность. И вот... А было интересно, знаете, то, что когда Шараф к нам обратился, я была очень приятно удивлена тем, что компания, которая предоставляет услуги, да, то есть не производственная компания, говорит, мы хотим внедрить стандарт. И для меня это было такое, ох ты, классно. И я спросила, а зачем, почему вы хотите этот стандарт, что вам это даст, зачем вообще это вам нужно, потому что нам всегда важно понимать, что предприниматель заинтересован, в первую очередь владелец бизнеса, руководитель, он готов к изменениям, а внедрение стандарта – это изменение. И когда я спросила, Шараф сказал такую фразу, которую я до сих пор помню, он сказал, знаете, у меня вроде бизнес работает, но я хочу, чтобы все работало у меня как часы, вот как механизм. И чтобы не зависело все это от меня одного. И как раз, как Шараф описал, в рамках внедрения стандарта прописываются очень детально все бизнес-процессы, которые есть в компании. Буквально все. И этот стандарт охватывает каждого сотрудника, как Шараф и отметил, от нижнего звена до высшего руководства.
И сейчас все как часы и без вас. И вы спокойно оставляете компанию, едете отдыхать. Мне неудобно говорить перед такими прекрасными людьми, но я по утрам просыпаюсь тогда, когда высыпаюсь. О, как я вам завидую. Да, потому что Redline стала таким завидным работодателем, и на сегодняшний день уже 500 рабочих мест создала компания. Это, конечно, о многом говорит. Еще раз подтверждает тот факт, что это действительно работает, что через некоторое время, может быть, через года 2, если я не ошибаюсь, Шараф обратился с таким же запросом, но для его новосозданной компании. То есть он не остановился и внедрил эту систему и в другом своем подразделении. Это как раз-таки и подтверждало, что он увидел на практике, как это работает. Но вы воспользовались программой только для внедрения ISO? Или что-то было еще дополнительно? Нет, только это, да? Местного консультанта привлекали? Местного, да. Местного. Да, мы привлекали группу Камолот в лице Фарзоны Тилавовой, и она работала непосредственно с компанией Redline. И Рахмат Юсупович Хакулов. Да, это были как раз-таки Рахмат Юсупович Хакулов, глава компании Инсот, Фарзона Тилавова, они были одними из пионеров вообще на рынке Таджикистана по внедрению стандартов качества. Кстати, у нас будет еще ссылка на подкаст с Фарзоной, потому что мы рассказывали вообще, что такое стандарты качества менеджмента. То есть, в принципе, можно будет послушать ее и понять, почему это важно. Шараф пример, почему это важно даже для охранного агентства. Это важно вообще для всех. Получается, что из компании мы делаем Мерседес, в который просто нужно сесть, завести, нажать на газ и рулить. А все механизмы, они сами по себе работают, и ты получаешь просто комфортное вождение за рулем. И начинаешь рабочий день, когда высыпаешься. Да. Сложно было работать с Европейским банком реконструкции и развития? Нет, первый раз у меня такой опыт был. Во-первых, очень приятные люди. В плане кадров они, по-моему, первое место в мире занимают. Всех прекрасных людей уже наняли, все в их команде. Все такие отзывчивые, то есть выслушивают подробно, советуют, как лучше, направляют. Они нам дали несколько вариантов консультантов, из которых мы должны были выбрать для себя. И у нас был выбор, это было непонятно первое время, что вот как еще и сам буду выбирать себе консультантов. Они говорят, да, вот этот такой. То есть они характеризовали, и мы выбрали вот эту пару, тандем такой. Малим Рахмат Юсупович, очень умный профессионал своего дела, взвешенный. И тут же Фарзона, она огонь такой, и тоже очень профессиональная в своем деле, она вообще супер. Кстати, ее также зовут и за границу, в другие страны. Да, она сотрудничает у нас с другими странами, с международными экспертами. Она в Кыргызстане проводила очень много сессий по стандарту в других странах. И она также является консультантом Международного торгового центра. Да. То есть это опять-таки о том, когда и наши консультанты делают экспорт своих услуг. Да, и далее зарубежные, то ли в Африку, то ли куда-то она ездила. Вот с ними, представьте, теперь... Это люди, которые нам открыли столько нового. Когда началась работа с ними, я понял, что вот проблема, оказывается, любого бизнеса в том, что мы изначально строим бизнес, который опирается на лидере, на одном человеке. И вот он ушел, и бизнес разваливается. А тут эта система, она сама по себе работает. Я вот еще помню, когда в проекте, так как стандарт ISO затрагивает бизнес-процессы, то есть они прописываются, чтобы каждый сотрудник прочитал и понял механизм входа в процесс, сам процесс и выход, и следующее по цепочке передается. И вот так вот между всеми звеньями и сотрудниками в компании. И я помню, как-то приходила на мониторинговые встречи, и коллеги Шарафа говорили, что мы не привыкли, что надо, оказывается, прописать, расписать. Оказывается, нужно зоны ответственности разделить между сотрудниками. Мы думали, что просто, работаем, все вроде же работаем, а оказывается, нужно это закрепить, нужно прописать, нужно выстроить. Но это как раз к вопросу, структурирования. Когда все структурно выстроено, тогда Шараф, будучи владельцем компании, спокоен, что все работает как механизм. Да, было сложно. Почему? Потому что у нас в основном сотрудники бывшие
армия, армейцы, МВДшники, Министерство безопасности, то ли из силовых структур. Это люди, которые привыкли, все у них ручное управление. Да, да, я вот как раз хотела спросить. Командовать и не писать лишних, каких-то Ну, у нас на этот счет все очень жестко. Задача ставится всем одинаково. Хочешь работай, не хочешь, всего хорошего. Поэтому мы это силой, но внедрили. После этого все стали очень гибкие, все очень поняли, для чего они приходят на работу и что они делают. И, кстати, после внедрения системы у нас поменялось абсолютно все. У нас генеральный директор, босс, тот, кому мы, кланяться мы не будем, уважаем и ради кого мы работаем, это наш заказчик. Все, у нас в редлайне любого можете спросить, кто генеральный директор. Генеральный директор – это наш заказчик, тот, кто нам дает деньги, благодаря которым мы живем. И если он нам не даст, то мы закроемся. Поэтому сделайте все, чтобы он был доволен. И понятно, что у нас основной ресурс – это люди. Человек – это такая человеческий вещь, фактор – это такой, но, тем не менее, мы делаем максимум, чтобы это внедрялось, и чтобы заказчик это почувствовал. Потому что также по требованию ISO 9001 у нас каждую неделю идет обзвон клиентов. Здравствуйте, какие проблемы, что-то не так, что-то не то сказал, не так сделал. И это записываем, сразу собираем эти материалы, то есть какие проблемы или несоответствия на объектах, разрабатываем тренинг на эту тему, всех собираем, опять тренинг проводим, и каждый идет опять по своим объектам и наблюдаем, какой результат. Что-то не так, опять тренинг. То есть у нас такая это работа. Очень хороший момент, на самом деле, Шараф отметил, что это постоянное совершенствование. Это не просто бумаги. Разработали документы, поставили в полочку и все. Нет. Это я очень рада слышать, что у вас это все работает как должно быть. Потому что постоянное улучшение на основе извлеченных уроков или что-то, может быть, где-то упущение произошло или что-то не так пошло, можно скорректировать, опять адаптировать и идти дальше. И очень часто этот стандарт путают с госстандартами. Да? Госстандарты, они относятся к продукту, это его технические характеристики, вкусовые, цветовые и так далее. А стандарты ISO относятся к компании, к системе, в принципе, к системе управления. То есть как компания управляет своей деятельностью, своими процессами и людьми таким образом, чтобы выпустить на выходе качественную услугу или качественный продукт. То есть это система управления деятельностью на самом деле, большой такой объем работы. Шараф, вы сказали, что вам пришлось силовым методом внедрять, то есть жестко довольно-таки. А времени сколько ушло? Вот чтобы заработало это все, пусть там немножко буксовало где-то, но уже работало. Сам проект, по-моему, 2-3 месяца, он длится? Да, он несколько месяцев длился. Да, несколько месяцев длился. А мы разрабатывали все процедуры, всю документацию максимум полгода. То есть вы просто поставили... у нас изначально так поставлено, что надо так делать. Все. Мы особо не церемонимся. Я знаю просто, я сам бывший военный, я знаю, что это такое. Я говорю, вот правило, окей, нет, всего хорошего, идем ты. То есть я понимаю, что была текучка в этот момент, но я это сделал. И сейчас, кто приходит новый на работу, он уже заходит в компанию, в которой есть свои правила. Он их изучает, есть процедуры, которые он читает. Каждый проходит тренинг у нас, обязательно, кем бы он ни работал. После тренинга выходит на практике практический тренинг, там же на местах ему объясняют, после этого сдают зачет, потом мы его берем на работу. Кто бы он ни был, какое бы у него ни было звание, кем бы он когда-либо не работал. И для того, чтобы они изучили, куда они пришли. И иногда бывает, что они читают, говорят, нет, это не мое место. Я говорю, извините, пожалуйста. А кто пришел, он уже надолго. Объем. Столько? Чего? Сколько правил прописано? Нет, для 2 листочка на человека. Да, Он же не будет там всю систему изучать. Он там свои процедуры, взаимодействия с кем. А всего тогда? Там несколько этих бумаг. Обычно выдается руководство по менеджменту качества. Это оно так и называется, руководство по менеджменту качества для высшего звена. И для каждых сотрудников, картируется схема бизнес-процесса. Да, но мы их не выдаем, мы руководство, у нас тренинг такой, объясняет человек, что это такое. Мы знаем, что первый раз это непонятный человек, который с госорганов пришел из другой работы, он сразу это не поймет, поэтому у нас есть люди, которые это рассказывают, прямо на пальцах, они, вот для чего, то есть со смыслом, для чего это нужно.
А уже непосредственно тем, чем он должен заниматься, за что он отвечает, после объяснения ему еще на руки дают бумажки. Ситура, а есть сложности, с которыми программа сталкивается при работе с предпринимателями? Вот я бы хотела топ-3, наверное, услышать. С какими проблемами вы сталкиваетесь? Потому что не все же идеально, не все же получается. И так даже интереснее, когда не все идеально, и когда не все сразу получается, увеличивается стремление. Но на самом деле, да, бывают такие нюансы, когда нужно время для того, чтобы взаимодействие с компанией, с бизнес-компанией сложилось эффективно. В первую очередь, если говорить о топ-3, в первую очередь я бы отметила тот факт, что сам продукт консалтинга, он неосязаем. Ну вот даже как Шараф сейчас вот практически говорил, когда они прочитали требования ИСО, думали, что это такое. Потому что и когда консультант придет, скажет, я вот внедряю ИСО, это так, мы не понимаем сразу, что это такое. Это не продукт осязаемый, ощущаемый, который можно примерить к себе, к своему бизнесу или пощупать, потрогать и так далее. Это интеллектуальный труд, и его сразу увидеть невозможно, а как Шараф говорит, через некоторое время ты видишь плоды этого сотрудничества. Это один из нюансов, который может создать такую некую специфику выстраивания взаимоотношений. Второе – это то, что компании зачастую, когда обращаются, они не могут сформулировать задачу, которую нужно решить. Почему? Потому что, может быть, не совсем ориентируются, может быть, недостаток опыта или знаний. Таким образом, компания иногда приходит и говорит, что ну вот у меня плохо продается мой продукт, и я знаю, что мне нужна новая упаковка. Но зачастую это не вопрос упаковки, может быть, а может быть это вопрос управления, опять-таки, вопрос менеджмента, вопрос наличия маркетинговой стратегии, а может быть это вопрос упаковки, тут нужно разобраться. То есть умение зачастую выразить свою потребность, оно дает небольшую сложность, опять-таки, но для этого наши коллеги, аналитики, которые занимаются проектами, непосредственно работают с компаниями, они посещают компании, изучают и смотрят в результате диагностики, что же все-таки основная задача, которую мы можем помочь решить через наш проект. И третье я бы назвала, это не всегда компании готовы раскрыть информацию о себе, как информацию о деятельности в целом, так и информацию финансовую. Но мы это просим, потому что нам важно видеть, что компании, которые к нам обращаются, это юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в соответствии с законодательством, ведут финансовую деятельность и показывают нам действительно ту ситуацию, чтобы нам легче было понять, это микробизнес, это малый или средний бизнес, и вообще что происходит в компании, какие объемы, с кем она работает. И нам нужна информация, конечно же, очень правдивая, и зачастую сложно ее получить. Но в процессе, опять-таки, коммуникации с компаниями мы пытаемся убедить, что все это конфиденциально, и это важно для нас, для того, чтобы лучше понять вашу проблематику, вашу задачу и лучше реализовать проект. Было такое, когда компании приходили, потом уходили, только потому что они не соглашались на какие-то условия? В начале, вот на заре нашей деятельности, вот где-то в 7-й, 8-й, 9-й год бывало, компании приходили, когда мы озвучивали наши требования, они говорили, хорошо, мы подумаем и придем, некоторые не возвращались, но некоторые, через год, через какое-то время приходили, говорили, нет, все-таки мне нужно, и я готов или готова предоставить вам информацию. Спрашивали, а это все конфиденциально? И мы говорили, да, это все конфиденциально, нам это важно для того, чтобы увидеть реальную картину вашего бизнеса. Сколько сейчас проектов в год? В год мы реализуем порядка 60 проектов консультационных. Отличные цифры. Шараф, вы уже узнаваемый, то есть ваша компания – это синоним безопасности, дисциплинированной работы, то есть, если говоришь охранное агентство, на ум всегда приходит сразу Red Line сначала, Спасибо. Потом уже все остальные. Спасибо. Расширяться будете? Я сейчас не знаю, насколько у вас структура по регионам есть, да, по Таджикистану, и готовы ли вы идти дальше в другие страны? Начнем с того, что мы есть
в Хадженте, на Памире, в Курган-Тюбе, в Кулябе, в Регаре, везде, в Нуреке, то есть везде мы есть. Уже. У нас были планы расширяться за границу, в Российскую Федерацию. До пандемии. Вот как раз пандемия все и остановила. Откуда такая идея появилась? Я часто выезжаю в разные страны и изучаю опыт, в том числе и этого бизнеса. И много друзей у меня в разных странах, которые занимаются тоже безопасностью. И когда они приезжают сюда, смотрят, как мы работаем, они говорят: слушай, столько вы времени, столько энергии тратите на это. У нас так, мы набрали, одели, все, иди на пост. Вы, говорите, идите у нас работаете, у вас будет такой успех. То есть это вдохновило меня. Кстати, опять же, благодаря ISO 9001, у них вообще такое в голове нет, чтобы внедрить ISO 9001 в компанию в других странах. В Европе есть, скорее всего, а в России, например, я не встречал. И вот была идея в Санкт-Петербурге, уже какие-то подготовительные работы были сделаны, но, к сожалению, пандемия остановила нас и до сих пор остановила наш план выезда за рубеж, и в том числе немножко потрясла нас. То есть количество наших клиентов немножко уменьшились, сейчас мы набираем опять обороты. Но когда все уляжется, устаканится, мы опять будем шагать за рубеж. То есть мы будем и там, и тут. Спасибо большое. Я хотела бы напомнить, что это второй цикл подкастов «Бизнес-среда», который мы пишем совместно с программой Европейского банка реконструкции и развития. Консультации для малого бизнеса и мнение экспертов может не совпадать с мнением доноров. Спасибо большое, Шараф, вам удачи. Спасибо, Ситора, вам Спасибо, Зибу. Новых участников для программы, Спасибо. которые будут дальше расти. Я думаю, что мы скоро уже дорастем. Нам чуть-чуть осталось, для того, чтобы попасть в вашу до программу. 2 лет, да? Нет, значит, мы уже можем. Да, нам отлично, уже больше 2 лет. обращайтесь. Спасибо большое. До свидания. Бизнес-среда.